Добрый день, поважанае гаспадарства. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама палітычны аналітык Артём Шрайбман. Артём, прывітанне. Добрый день. Усіх нашых гледачоў, усіх нашых слухачоў і вас, Артём, я віншую з днём волі, які прайшоў учора. То ўзаемна. А акрамя таго, вас асабіста я, Артём, віншую з Дэмбелем. Вы амаль месяц былі на вайсковых зборах, так бы мовіць, аддавалі доўг айчыне, і літаральна напярэдадні дня волі вас дэмабілізавалі. Але вось эта дэмабілізацыя, яна, здаецца, адбываўся, як адбыўся дзень волі сёлета, ці не пайшоў пратэст на Дэмбель? В каком-то смысле да, потому что понятно, что уличная фаза протеста, та, что мы наблюдали в прошлом году в первую очередь, она подавлена. Это не значит, что протесты не вернутся, это не значит, что протесты умерли, но понятно, что та волна, о которой там шла речь, и на самом деле те надежды на весеннюю волну, которые у многих лидеров и активистов оппозиции были, они вряд ли материализуются. Даже если они материализуются в каком-то небольшом виде, то у власти нет никаких причин думать, что власть отреагирует на эти протесты иначе, чем она реагировала осенью. И, соответственно, я не предвижу, что в ближайшие месяцы мы увидим возрождение протестов. И в этом смысле можно сказать, что да, протесты пошли на дембель, на демобилизацию, но так же, как в случае с моим дембелем, могут призвать снова. И учитывая по разнообразным социологическим опросам, и просто потому, что мы наблюдаем здесь в Беларуси, недовольство властью, непризнание легитимности победы Лукашенко никуда не делось у значительной части белорусского общества, если не сказать у большинства. И, соответственно, эта ситуация, она априори нестабильна, она, если хотите, беременна протестами, как бы сказали классики марксизма-ленинизма, да. И поэтому вопрос лишь в том, когда сложатся те условия, которые дадут этой все еще существующей, а возможно даже нарастающей протестной энергии внутри, выход в реальность, выход в офлайн, в реальный мир. И здесь можно долго рассуждать, какие для этого должны сложиться факторы. Я об этом писал несколько раз. Я думаю, что сегодня из этих факторов почти ничего нет, потому что цена за выход на улицу огромная, самая высокая, возможно, за всю историю независимой Беларуси. А вера в победу путем уличных мирных протестов сегодня находится, не на высоте. В том числе у бывшего протестного актива часто приходится слышать разговоры, что люди разочарованы в мирном протесте как таковом, как в форме сопротивления. Многие жалеют, что они не были более настойчивыми или агрессивными, или радикальными летом или осенью. А многие, в принципе, разуверились, что можно что-то изменить в этой стране, протестуя. Такие настроения есть. Их меньше в политической диаспоре, судя по всему, но их больше здесь. И в этом разрыве между реальными настроениями в белорусском оппозиционном, таком широком оппозиционном поле и настроениями диаспоры, видимо, и лежит эта проблема, потому что кажется, что диаспора, кажется, что политическая эмиграция, лидеры оппозиции в эмиграции, они все еще верят, что призывами они могут мобилизовать людей на что-то подобное прошлой осени. С моей точки зрения, лишь призывов тут точно недостаточно. Артём, а все-таки вы уже начали казать про механизмы, про механизм. Я таксама чуў от многих людей, многие уже казали, что абсолютно зверская была падрыхтоўка уладаў до 25-го. Это и погрозы, это и працяг рэпрэсій, и шмат што іншае. Але, умоўна кажучы, 13 жніўня, скажем, 13, 14, 15, 16, априори страх мог быть большим, потому что перед вачыма было тое, что адбылося 9-11, гэтыя катаванні, и тым не менш тады гэтыя все выбухи, стральба, першы забіты чалавек, и тым не менш это тады не спыняла людей. А зараз тое, што ўлада рабіла, это спыніла. Чаму?
Два фактора, которые я вижу, серьезно отличают нашу сегодняшнюю ситуацию от 12-13 августа. Тогда у людей были очень свежи и очень остры вот эти эмоции возмущения. Насилие, которое произошло тогда, 9-12, беспрецедентно в истории, современной истории Беларуси, и такого уровня насилия не было с тех пор, кстати говоря. Вот такого концентрированного, массового избиения и пыток людей в заключении при задержании. И это стало мощнейшим катализатором народного недовольства. Кстати, именно это, а не фальсификации выборов. Если вы посмотрите на числа, количество людей, которые выходили 9, 10, 11, это, наверное, десятки тысяч. Может быть, пара десятков, не знаю, 30 тысяч, 40 тысяч человек по всей стране. Об этом даже говорили лидеры вот телеграм-каналов, что цифры были совершенно не те. А вот именно насилие, оно перевернуло страницу массового сознания, если хотите. Оно показало просто людям, что власть вошла в какую-то абсолютно новую неприемлемую фазу. И это вывело людей на улицы. Сейчас вот в этом, с точки зрения возмущения, с точки зрения насилия и приемлемости насилия, произошло некоторая адаптация, привыкание людей. Люди привыкли к какому-то уровню насилия, и оно теперь вызывает все то же возмущение, но оно не вызывает таких острых эмоций. И надо сказать, что и власть сегодня все-таки тысячами людей в застенках не пытает. И второй фактор, что тогда очень важным была вот эта абсолютно такая феноменально историческая, мне кажется, акция женщин в белом. Вот это вот женщины, которые вышли тогда 12-го, если я не ошибаюсь, числа, или 13-го, на улице, в цепи солидарности, и стало понятно, что власть не будет их разгонять и не разгоняла их, и что сама власть растерялась, возможно, от собственной жестокости. Вот это стало переломным моментом, который показал остальным, что, кажется, открывается окно, в котором можно будет протестовать. И это окно продержалось несколько недель точно, пока не пошли первые массовые репрессии на и после акций. Этого сейчас тоже нет. Сейчас нет ощущения, что какое-то окно открыто. Сейчас есть ощущение, что и власть его постоянно поддерживает, это ощущение живым, что за любой выход на улицу, да какой выход на улицу, за любые носки несанкционированного цвета будет наказание. Это два ключевых отличия сегодняшней ситуации от того, что было тогда. И пока вот либо этот страх не развеется, либо вновь эмоции не будут настолько же острыми, как тогда, я не предвижу, чтобы ситуация кардинально изменилась. Что-то из этой части уравнения должно измениться. Вот какая-то из этих переменных. Артем, зараз я хочу вот привести два факта, які тычацца 25-го. Першы факт – это паводзіны ўладаў. Яны нагнали просто мора своих силовиков, нагнали море спецтехники, там взяли в облогу Стеллу. То есть все было заточено на велізарны пратэст. Ну, можа, не такі, як там быў у сярэдзіне жніўня, не на 300 тысяч, але на вельмі шмат. І мы бачылі тыя калоны тэхнікі, якія з боку аэропорта ішлі на Менск. Ну, вайна. Вот яны рыхтаваліся да вайны. Потым цікава, ведаеце, я пачытаў пост палітолога Дзяніса Мільянцова, напісаны за пару дзён да 25-го, і он напісаў, што, ну, как бы палемізуючы з нейкім, што да не, ну, прыйдуць людзі, ну, это ж традыцыйнае свята, ну, некалькі дзесяткаў тысяч прыйдзе. Дзяніс зусім не заўзятар, не прыхільнік протесту цяпер прынамсі. Так што як бы это было не падбадзёрванне, а як бы хутчэй такая мінімізацыя, ну пару дзесяткаў тысяч-то прыйдзе. Чаму і ён памыліўся, і ўлады вось в этом сваім разліку, так бы мовіць, яны ж, ну, як бы грошы трацілі, там людзей мабілізоўвалі. Чаму аказалася пэўная такая, ну, ведаеце, як бы антыдэманстрацыя. То есть зараз не выйшла нават столькі людзей, колькі выходзіла, ну, умоўна кажучы, ў снежні. Ну, давайте скажем откровенно, что на 25-е никто и не призывал к большой массовой акции. То есть те призывы, которые я видел, были таким локальным флешмобом, каким-то локальным шествием, вывешиванием флагов, поэтому я не понимаю, откуда вообще брались ожидания, что в этот день что-то произойдет такое действительно масштабное. Адкуль, до речі, ва ўлады, ну, да. Добра, так сказать, не будем говорить про Дениса, а у іх-то адкуль?
банальные какие-то проблемы с аналитикой. Не нужно переоценивать способности этих людей к анализу ситуации. Они проморгали август, они недооценили реакцию людей на те избиения, которые они санкционировали. И все больше свидетельств, что это была не какая-то там вспышка насилия, а именно приказ бить, вот так вот бить, как и они и били. И они не понимали, к чему это приведет. Они, как многие силовики позже признавались на сливах, готовились к сценарию 2010 года, абсолютно не учитывая, что даже по призывам телеграм-каналов были абсолютно другие сценарии, чем в 2010 году. И сейчас то же самое. Они всегда готовятся к прошлой войне. Иногда это работает просто потому, что у них больше силы. Но в остальном их аналитика не блещет какими-то, ну, я не знаю, замечательными и точными прогнозами. Это факт, ну, отрицательный отбор. Я не хотел бы долго углубляться там и далеко углубляться в их там интеллектуальные способности, но факт остается фактом. Отрицательный отбор работает. И умнейшие люди страны все-таки отсеиваются, скажем так, на подходах к высшим эшелонам власти и туда не попадают. Артем, я вот хотел подтверждение вашей першай тези сказаць, што сапраўды ёсць ну, не просто там адчуванне, а есть просто лічбавыя, вот на мой погляд, паказнікі, ці згодны вот со мной. Першае это галасаванне на платформе «Голас», якое было запущено на ініцыятыву Ціхановскай. Ну, як-ніяк 750 тысяч сабралі. Ужо пасля, як бы, так сказаць, вот, пэўнага расчаравання, про якое вы кажаце. Ну, это амаль столькі, колькі в самы разгар, когда мільён чалавек падчас выбараў там зарэгістравалася. Зараз 750 это менш, но это сувымерныя лічбы. І другая лічба гэта 245 чалавек затрыманых. Вот уже МУС паведаміў лічбы, значит, вот за учорашні дзень. Это ізноў жа это сувымерна з тым, што вот затрымлівалі, скажем, в снежні. Вот такая была такая лічба, 10 прыкладна. То есть вот ці сведчыць это про тое, что все ж таки як бы пратэст ён ёсць, что вот этот пратэстны патэнцыял ён не знік. Смотрите, как я и сказал, потенциал никуда не делся, но с уличным проявлением этого потенциала сложно, потому что очень сильно выросла цена и очень сильно упала вера. Но я бы сказал, что цифры голосования Тихановской, они хуже, чем ожидали в штабе Тихановской. Мне кажется, что ожидания в штабах оппозиционных были выше, что проголосует, ну, как минимум больше 1 миллиона человек. Может быть, мы и дойдем до 1 миллиона, там, увидим, но пока 750 тысяч, учитывая масштаб пиара вокруг этого, это результат, ну, я бы сказал, ниже среднего. Не самый провал, но ниже среднего по ожиданиям. И именно поэтому, честно говоря, ожидая вот такого результата, я не комментировал эту тему, но я был скептиком в отношении этого голосования, потому что сейчас идет волна деполитизации, идет волна демобилизации протеста. И вот на этой волне пытаться показать, как нас много, для сторонников перемен, для сторонников протеста это могло быть, ну, таким самострелом, если хотите. И по факту что-то в эту сторону и получилось. Тихановская собрала на этом голосовании, учитывая, повторюсь, то, что это очень просто сделать, нажать на одну кнопку, учитывая, что это пиарилось просто многодневно со всех возможных каналов. Она собрала немногим больше, чем ей дал ЦИК. Ну, это в каком-то смысле подарок для пропагандистов. Переходя ко второй теме, по поводу задержаний, я тоже не вижу здесь абсолютно прямой связи с протестным потенциалом, потому что по-разному работала милиция. Вчера в Минске 25 марта задерживали слишком много случайных людей. То есть люди, которые ходили по площади, по проспектам просто, господи, там какие-то абсолютно случайные прохожие говорили, что просто хватали людей, которые чем-то не понравились. Я думаю, что процент случайных задержанных в декабре и в ноябре был намного меньше, чем вот 25 марта. Но повторюсь, да, я, как говорил, всегда говорю и сейчас, никуда протестные настроения не ушли. Для них просто должны сложиться правильные условия. Пока этих условий нет, эти настроения будут под крышкой. Как только условия изменятся, мы вполне можем увидеть что-то соизмеримое с прошлым летом, а то и больше, потому что люди, мне кажется, с обеих сторон, но в том числе со стороны протеста, они становятся более, я не хочу говорить радикальными, но убежденными в своих взглядах.
потому что полгода вот этих вот бесконечного закручивания гаек, они показали, каким будет продолжение власти Александра Лукашенко. И многие люди ощутили это, даже не будучи раньше политизированными, на себе, на своих семьях и так далее. Скажем так, такое, может, занадто академичное питание. А як вы можете это доказать? Ну, вот можно сказать, что да, скажем, была вот эта как бы фейерверки на День волі, і сапраўды столькі фейерверкаў, колькі учора было, здаецца, раней ніколі не было. Але вот які як бы эмпірычны індыкатар вот этой вашай тэзы, што пратэст нікуды не знік. Ну вот учора у чым вы гэта ўбачылі, што ён Нет, вчера ни в чем. Вчера абсолютно ни в чем. А в фейерверках не? Ну, я думаю, вы сейчас немножечко шутите. Смотрите, ну, в первую очередь соцопросы. У нас есть исследования, которые проводились все это время, и они показывают, что уровень поддержки власти не вырос, уровень поддержки протеста остался примерно там же, где он и был в начале осени, в конце лета. Даже голосование «Голоса» в принципе показало, что какой-то мобилизационный потенциал у всех оппозиционных там, СМИ, телеграм-каналов есть, и ядро вот это вот, ну, на протесты на пике выходило по разным оценкам там даже до 1 миллиона человек по всей стране, я думаю, чуть завышенные там цифры, может быть 1700-800, это как раз вот тот протестный актив, который показал себя на «Голосе». А просто какие-то вот эмпирические наблюдения, то, что все люди, которых я знаю, которые были сторонниками власти, они либо остались сторонниками власти, либо чуточку охладели, а все те, кто были сторонниками протеста или тяготели в эту сторону, в моем круге личном, они стали более убежденными оппонентами власти за это время. То есть я не видел вот перехода, да, в лагеря, я не видел какого-то разочарования в самой идее. Я не видел того, что люди, которые протестовали либо симпатизировали протесту, с прошествием времени сказали: слушайте, ну, наверное, мы заблуждались, Лукашенко все-таки молодец, все-таки протестующие нас предали, там, или лидеры протеста. Я думаю, что есть небольшое разочарование такое, ну, у небольшой части протестующих есть разочарование непосредственно в Светлане Тихановской и ее штабе. Такое возможно. И я это видел, знаю таких несколько людей, но это, скажем так, личные симпатии, антипатии, которые не перебрасываются на большую или меньшую любовь к Лукашенко. Скорее наоборот. Но так-то статус-кво сохраняется, и поэтому эмпирика здесь может быть только такая. Какие-то соцопросы, какие-то личные наблюдения. Протест в таких условиях, как сейчас, не может быть нормальным индикатором, потому что если вы введете военное положение, у вас вообще не будет протестов. Значит ли это, что все стали довольны? Ну, вряд ли. Вот, до речі, все ж таки, эта ситуація 25-го, певний, так сказати, ну, з їх пункту гледження, позитивний шок, можна сказати, для владів. Он, на мой погляд, створює певну таку розтинь, певну дилему. Ну, от, якби, вони можуть думати, ну, все, задушили, задавили, перемогли, ура, так сказати. І є сценар трендовий. Душили, душить і душить будем. Всех, як Лукашенко казав, якби до кожного дойдемо. Хоча з іншого боку, в этой ситуації, як, до речі, многі диктатури так поводили, що, мовляв, ну вот, перемогли, бунт подавили, теперь уже можно дать какие-то поблажки, не треба весь час душить, не треба тут концлагеры так бы будовать. Может быть, нам как-то все ж таки это отпустить, потому что запаянный якби, котел может и выбухнуть, до того, может быть, нам что-то и с Заходом мириться, так сказать, не надо хорошая ситуация. В разгар протестов такой дилеммы не было. А зараз она есть, она зникла. Ці она взникла, вот на ваш погляд, ці якби Лукашенко як пер, як трактор, так бы мовить, по своему вот этому сценару всех, до всех дойдем, всех посадим, всем отпомстим. Я думаю, что мы к этой дилемме приближаемся. Я не думаю, что мы сейчас в ней. Я не думаю, что власть уже чувствует, что она полностью задавила протест. Судя по тому, что было на улицах 25-го, она точно так не думает. Она точно боялась и ожидала чего-то другого. Поэтому после такого видимого ухода протеста с улицы, вот полного ухода, должно пройти, я думаю, ну как минимум несколько месяцев, возможно, даже там, до года, может быть, ну точно, я думаю, больше полугода, чтобы силовая машина и Лукашенко лично успокоились.
Потому что давайте вспомним, что в прошлом для этого, ну, там, 10-11 год, протесты несоизмеримы с тем, что было сейчас, да. Но для откручивания гаек потребовалось, хотя бы для выхода на траекторию деэскалации потребовалось несколько лет. То есть, да, он в 2011 году отпустил большинство политзаключенных, которые написали прошение, но в целом я тогда начинал работать с журналистами. Я помню, что режим работы милиции на акциях, прессинг на СМИ, прессинг на правозащитников, он стал слабеть только ближе к 2013-2014 году. И было понятно уже в 2014, что мы выходим на какую-то будущую либерализацию. Здесь же шок был и травма для системы намного больше, чем тогда, а прошло совсем немного времени. Поэтому ожидать, что вот эта дилемма Лукашенко разрешит ее в позитивную, в либерализационную сторону в ближайшие там, месяц, два, три, я бы очень сомневался. Я думаю, что как минимум до референдума, который он планирует, существенного разжатия гаек не будет, хотя это не исключает какого-то точечного торга, потому что по большому счету, если отпустить 50 политзаключенных, например, скажем так, это может остановить введение новых санкций, но если просто отпустить этих людей, это не факт, что моментально приведет к какому-то новому возобновлению протестов. Поэтому здесь можно искать какие-то компромиссные шаги, да, какие-то полушаги для власти. Но все-таки до полной деэскалации, до какой-то либерализации, я не уверен, что вообще Лукашенко санкционирует ее, пока не выстроит очень четкую такую траекторию собственного безопасного транзита, если он вообще этим будет заниматься на самом деле. Потому что он же четко это проговорил на Всебелорусском собрании, что, во-первых, чтобы я там подумал об отдаче власти, гарантии нужны, а второе, протесты должны закончиться. Все, должно быть полное спокойствие в стране. Поэтому я бы здесь не был оптимистом. Какое-то послабление возможно, но такое, знаете, очень в режиме тестирования. Да, отпустили чуть-чуть, посмотрели, если опять вышел какой-то протест, сжали обратно. Я думаю, что вот скорее это будет выглядеть так. А учитывая, что лидеры, вернее, координаторы протеста, скажем так, находятся за рубежом, люди, которые, или там блогеры, которые призывают к протестам, они никуда не денутся, мне сложно себе представить ситуацию, чтобы протест умер полностью. Какие-то локальные проявления протеста, я думаю, будут продолжаться вечно, на самом деле, сколько-столько режим Лукашенко будет существовать. А вот яшчэ пра ініцыятывы, якія заходзяць за мяжы. Адна ініцыятыва, якую учора, ну, фактычна падчас святкавання, агучыў Павел Латушка. Ён сказаў, па-першае, што паводле яго звестак Нацбанк зрабіў велізарную эмісію, а па-другое, прапанаваў людям забирать гроши с банков, менять их на доллары и забирать депозиты. Но мне это, дарэчы, нагадало знакомитое в российской истории выборгское воззвание, выборгский зворот после того, как царь в 2006 году распустил Думу, и вот оппозиционные депутаты собрались в Выборгу и закликали российский народ забирать внески и не платить податки, не платить податки, не служить в войску. Ну, вот это такой выборгский зворот спадара Латушки. Вот на ваш погляд, он может иметь некий эффект? Это-то можно робить, за это ж бить не будут, как бы мовить, сажать не будут. Кожны может спокойно забирать, но коли зробить все ці многие, то это сапраўды будзе вельмі моцны удар. Вот послухают люди гэтага? Ну, здесь есть несколько ответов. Смотрите, если на пике политизации в августе люди действительно частично послушались и пошли в обменники, и Нацбанк был вынужден сжечь там больше $1 миллиарда на интервенции валютные, но тем не менее удержал курс от резкой девальвации, то есть была небольшая девальвация, то ожидать, что сейчас на спаде политизации по призыву Латушка люди отреагируют как-то сильнее, чем в августе, я бы не стал. С другой стороны, не знаю, может быть, только у меня, но есть какое-то ощущение приближающегося финансового кризиса в Беларуси. Есть ощущение, что власти повторяют многие ошибки 2010 года, 2011 года, и мы движемся к чему-то подобному на 2011 год. Учитывая особенно закредитованность Беларуси как государства и отдельных предприятий, учитывая, что в правительстве осталось мало технократов, больше силовиков, все больше и больше признаков, что вот мы идем в сторону вот этой вот эмиссии, в сторону того, о чем говорит Латушка. Я не знаю, правдив ли его инсайт, но я думаю, что это вопрос, который произойдет.
И вот дальше, мне кажется, очень чуткие белорусы, которые привыкли слушать власть, когда она говорит, что девальвации не будет, бежать в обменники, я думаю, что это произойдет, но не потому, что призвал к этому Латушка, а потому, что люди будут ощущать, что вот момент пришел, пора спасать свои сбережения. И я думаю, что это отчасти и происходит, судя по цифрам оттока, просто чистой покупки валюты. Белорусы покупают валюту уже много месяцев. И я думаю, что это будет происходить и дальше, и, скорее всего, это будет происходить скачкообразно в будущем. То есть мы увидим повторение вот того, что было в августе, но не по политическим причинам. Я думаю, что это произойдет. Но здесь есть и третий уровень ответа, понимаете? Вот вопрос о том, насколько это ущерб для системы. То есть, да, безусловно, это подрывает управляемость системы, это подрывает поддержку Лукашенко. Ведет ли это моментально к протестной мобилизации? Ведет ли это к выходу людей на улицы? Не факт. Вот не факт, понимаете? Когда люди беднеют, быстро беднеют, часто многие из них больше сосредоточены на том, как бы выжить, как бы решить свои бытовые экономические проблемы, чем на том, чтобы на этой волне выходить и пытаться свергнуть власть. То есть я думаю, для части людей это будет триггером протестных настроений, для части это, наоборот, может стать, ну, знаете, таким подавителем этих протестных настроений. Поэтому я бы не был настолько, вот, знаете, прямой корреляции, прямой связи между экономическим каким-то обвалом и моментальным свержением режима я не вижу. И, честно говоря, опыт многих других стран показывает, что эти события, они обычно разведены во времени, что затяжной экономический кризис приводит к формированию протестных настроений, но одномоментный экономический обвал далеко не всегда. Артем, ну а вот что, на ваш погляд, может стать, ну, скажем так, триггером, вот какой-то кропкой такой перелому вот этой новой магчымай хвалі, про якую вы сказали, что дэмабілізацыі адносна вас можа як бы ператварыцца ізноў мабілізацыю і гэтак для пратэсту. Ну вот 25 это была как бы некая значная дата, ну прынамсі она такой для апозіцыі была, для традыцыйнай тытульнай апозіцыі. А якая як бы такая на даляглядзе кропка? Это референдум и выборы мясцовые? Слушайте, ну, есть много неожиданностей, которые могут появиться. Во-первых, какая-то вспышка насилия, которая превзойдет то, что мы видели до сих пор, не дай бог. Какие-то жертвы, какие-то абсолютно возмутительные для всех формы насилия к абсолютно там незащищенным людям, уязвимым группам населения и так далее. Если такое происходит, это может вызвать спонтанные протесты. Однако здесь снова планка, к большому сожалению, планка такой толерантности к этому, вернее, это неправильное слово, планка выхода на улицу, она повысилась. То есть смерть Бондаренко, убийство Бондаренко, оно не стало таким действительно серьезным протестным триггером, как многие от нее ожидали. И, соответственно, вот снова-таки жестокость, которая потребуется для того, чтобы заново вывести людей на протесты именно из-за жестокости, вероятно, будет выше. Второе, что мне приходит на ум, это, ну, не знаю, возвращение Светланы Тихановской. Вполне может стать таким триггером. Это, возможно, будет одномоментным чем-то, такой вспышкой протестной активности, поэтому я никогда бы не советовал Светлане Георгиевне возвращаться, но кто знает, какое она примет решение. А дальше электоральная кампания, да, референдум, местные выборы, которые дадут возможность хотя бы в каких-то формах легально собираться, проводить пикеты и так далее. И это будет точно использовано для протестной активности. Я думаю, что оно приведет к протестной мобилизации. Больше я таких поводов прям вот на горизонте не вижу, но за горизонтом почти наверняка такими поводами будут, например, нарушение Лукашенко каких-то своих обещаний. Ну, например, скажет он, что вот к такому-то числу уйду, а потом передумает. И в этот момент передумывания может стать важным разрушителем иллюзий, надежд многих людей. И после, если он в случае уступит власть там, преемнику, например, и будет пытаться его контролировать, то в такой ситуации, это уже среднесрочная перспектива, то в такой ситуации, я думаю, что вот разнообразные битвы групп элит могут привести к тому, что люди почувствуют, что окно возможностей открылось заново, а репрессий снова, может быть, не будет, и поэтому можно пробовать выходить опять. Артем, ну і напрыканцы, як казаў адзін мудры чалавек, што цяжка рабіць прадказання,
асабліва будучыні. Вот. У меня пытанне наконт заўтрашняга дня, таксама некаторыя там тэлеграм-каналы пишут, что ну вот да, 25 вот, ладно, а вот субота, выходны дзень, людзі не працуюць. Як вы меркуеце, вот ці можа что-то такое здарыцца заўтра, что, скажем, ваш сённяшні прагноз, ну вот высветліцца, что ён памылковы. Ці як бы все структурные чыннікі ситуации вам подсказывают, что вы будете иметь рацию. Своим правом. Юрий, это однажды обсуждали. Очень не просто сложно делать прогнозы, а еще сложно брать на себя ответственность за то, чтобы своими прогнозами мотивировать или демотивировать людей. Кто-то послушает меня и скажет: ай, ладно, раз Артем так говорит, может быть, и не стоит идти. Или наоборот. И поэтому мне действительно сложно делать такие предсказания. Структурных факторов, почему завтрашний там, протест или марш, или какое-то единое протестное такое выступление должно быть чрезвычайно массовым, я не вижу. Я даже не думаю, что если все звезды сложатся, оно будет пятизначным. То есть я думаю, что несколько тысяч – это на сегодня тот потолок людей, которые продолжают быть готовы рисковать практически гарантированным арестом. Поэтому вот в таких пределах я могу дать и прогноз. Я думаю, что если протест будет, то это будет четырехзначное, может быть, там трехзначное, четырехзначные числа, и власть, разумеется, будет их пресекать, превентивно подавлять, задерживать на подходах, как только станет известно место протестов. И исходя из этого, ну, пока у меня нет оснований думать, что власть разучилась превентивно сбивать вот людей, приходящих на протесты, задерживать всех и вся, кто подходит к месту сбора. Пока протестующие в Беларуси не показывали каких-то таких, ну, не придумали панацею от просто тотальных превентивных задержаний на подходах к месту. Я не уверен, что их можно придумать, учитывая, что белорусский протест – мирный протест. Поэтому на 27-е я победной перспективы для протестов или там пятизначной перспективы, пятизначных чисел на улицах я не предвижу. Добре, дякую велике, Артем. Нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як все ж таки будуць далей развівацца падзеі, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і в Тэлеграме Свабоды. Всего добрага, до пабачэння. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.